Ну вот. В общем, это на этот раз я вам расскажу. Всем видно? Тут как-то нужно... Ну ладно, должно быть видно, по идее. Да, видно. Да. Значит, смотрите. В общем, это на этот раз это не совсем исторический экскурс, а такая забавная история о том, где вообще идешь, странным образом иногда появляется. Был такой российский фантастический телесериал «Темный мир», вышедший в 2014, кажется, году, и вот там колдовство, значит, происходит, всякая чертовщина в Москве, ну, в общем, все как мы любим, там силы добра побеждают силы зла, всякую нечисть. И вот там на столе появляются, значит, манускрипты магические, разукрашенные всякими там рунами и всем прочим. На некоторых кадрах хорошо видно, что это такое, на самом деле, это письма на идише. А посередине вот этот вот там, значит, такой вот разукрашенный каким-то масонским глазом, знаками зодиака. Это страница из книги на идише. Я даже на одном из кадров разглядел, что это такое, если я не ошибаюсь, это сочинение Ицка Лейбуша Переца. То есть, ну вот такой вот прикол, причем я даже написал, попытался написать в киностудию, спросил, как они до такого додумались, где они нашли эти тексты. Ну вот, следующую страницу откройте, Михаил. Вот то, что они разукрасили какими-то там коловратами руническими, это просто письмо, значит, либо там, ты моя дорогая тетя, пишу тебе письмо, то есть, ну вот обычное письмо на идише. Самое интересное, просто вот для теперь уже к исторической части вопроса, собственно говоря, магические манускрипты на идише это есть. Переходим на следующую страницу. Вот такое вот хранится у нас в РНБ, в публичке в Питере. Это список, значит, это как бы лечебник и список магических рецептов XIX века рукописный, написанный, в общем, не самым лучшим почерком, как вы можете заметить. Посередине там, значит, магические знаки, все как положено. Вот настоящий, в общем, настоящий манускрипт такого рода. Их много, начиная со Средневековья. По крайней мере, есть тексты такого рода XIV века, где уже какие-то фразы и заклинания на идише встречаются. Так вот, ну вот в самом начале страницы, там, значит, вот если вверх немножко, вот смотрите, видите посредине магические знаки? А в самом начале там написан рецепт, что от зубной боли возьмите обод от колеса, подожгите его, помахайте над ним топором, и соберите деготь с этого топора, значит, и деготь помогает от зубной боли. Что интересно, я посмотрел в Гугле, действительно, оказывается, березовый деготь в старину использовался как антисептик и средство от зубной боли. То есть, в общем, это не настолько глупо написано. То есть там смесь, в общем, реальных таких вот медицинских рецептов и всякое колдовство. Вот такое на идише тоже есть, запросто. То есть заклинания с упоминанием единорогов, там каких-то пифий, от лиходеица, лиходеек, я такое видел. То есть, ну вот написано лиходеицес, лиходейкис. Так что киношники, конечно, там переборщили с рунами, но на самом деле, если бы посоветовали со специалистами, можно было бы найти настоящий манускрипт магический на идише. Ну, так что вот бывает и такое на свете. Ладно, а теперь мы идем дальше. Рассмотрим сегодня мы некоторые конструкции, которые э, видового типа, видового и зоологии вида глаголов, которые до этого мы не разбирали. Значит, глагол halten, то есть буквально держать, может использоваться для конструкции длительного вида, то есть, например, Sie halten schreiben a brief. Sie halt in schreiben a brief, да? То есть буквально она держит
в написании письма, имеется в виду, что вот она пишет и пишет и пишет, долгое время пишет письмо. Sie halten schreiben einen Brief. То есть она занимается написанием письма. Halten ein Schreiben. In ein Schreiben. Если еще добавить слово ein, то получается еще более как бы эмфатическая, усиленная форма длительного вида. Он только тем и занимается, вот в данный момент, вот только тем и занимается, или какое-то время только тем и занимается, что кричит. Halten ein Schreien. Вот он кричит и кричит и кричит. А другая форма, тоже глагол halten, но с предлогом bam, означает вид глагола, который, вот я как бы приступаю к какому-то занятию. Wir halten beim Verändigen ein Limit. Мы скоро уже закончим урок. Да? Wir halten beim Verändigen ein Limit. Sie halten beim Nehmen an einer Stelle. Они скоро получат новую работу, новую позицию. Stelle. Sie halten beim Nehmen an einer Stelle. То есть вот этот глагол halten, он используется как вспомогательный для двух форм глагола. То есть глаголов, которые означают, форм, которые означают предшествие какому-то действию и длительный вид. Теперь глагол nehmen используется тоже как вспомогательный в двух случаях. Nimmt lachen, это более характерно для литовского диалекта идиша. Nimmt lachen, то есть можно сказать hebt on lachen или hebt on zu lachen, то есть он начинает смеяться. Nimmt lachen синонимично zu lachen, то есть он рассмеивается. Nimmt lachen, он вот начинает смеяться. Да, то есть можно сказать zu lachen, он рассмеивается, миром зацелах, мы рассмеялись. Можно сказать миром genommen lachen, то есть мы начали смеяться. Тот же глагол nehmen используется для вот такой формы sie nimmt sich zum Schreiben. Значит, она берется, как и по-русски получается, она берется что-то делать. Она берется писать. Sie nimmt sich zum Schreiben. То есть она начинает заниматься написанием чего-то. Следующая форма через глагол тон тоже имеет оттенок длительности, продолжительности, характерно тоже больше для народного языка и литовско-белорусского диалекта идиша, то есть северного диалекта. Sie tut singen. Она поет, то есть она поет, sie singt, sie tut singen, это она поет, но в общем поет какое-то время. То есть sie tut singen, tut sagen, он нам вот, говорит и говорит и говорит, то есть вот этот глагол тон вспомогательный тоже может дать оттенок длительности, но не настолько эмфатический, не настолько сильный, как глагол halten. То есть sie halten singen, это как бы вот она поет и поет. Sie tut singen, она поет какое-то время. То есть, ну, в общем, и то и другое создает длительный вид. Глагол machen каузативный, то есть превращает глагол в глагол каузативного залога или вида, как это называется, не помню. Du machst mich lachen. Ты меня заставляешь рассмеяться, да, ты меня рассмеиваешь. Если бы было такое слово, du machst mich lachen. Du machst mich, macht mich hören. Он меня заставляет слушать. Macht mich hören. Macht mich schreiben. Он меня заставляет писать. То есть machen представляет, значит, переделывает глагол вот такой вот каузативный. То есть заставлять кого-то что-то делать. И эти формы можно комбинировать достаточно сложным образом. То есть, например, macht uns halten in ein überschreiben demselben Brief. Он заставляет нас заниматься тем, чтобы только переписывать одно и то же письмо. Halt uns
macht uns halten in ein überschreiben demselben Brief. То есть, видите, форма через machen, каузативная, сочетается с halten, с длительным видом, то есть он заставляет нас продолжать переписывать одно и то же письмо. Можно добавить к этой конструкции еще и флегом, многократное время, многократное прошедшее время со вспомогательным глаголом флеген, тогда получается erfleckt uns machen, halten in ein überschreiben demselben Brief. Такая длинная фраза, но в целом, в общем, она абсолютно понятная, осмысленная. Получается, что он часто нас заставлял заниматься переписыванием одного и того же письма. Видите, как это устроено? То есть тут 3 вспомогательных глагола подряд. Erfleckt uns machen, halten in ein überschreiben demselben Brief. Вот, домашнее задание будет вот эти формы, попробовать какие-то конструкции с ними проделать, посмотреть, как это работает с разными глаголами, как это сочетается. То есть вот такие вот есть у нас конструкции, которые можно соединять. Дальше тогда идем, продолжаем сегодня читать ноты Лурье. Немножко ниже, и, Михаил, можно расширить экран. Так, а насколько ниже? Размер букв, мы уже читали, мы уже дочитали, но это совсем вот так, да. Чуть-чуть дальше, ниже, ниже. Вот здесь. Эрес нохавайла. Эрес нохавайла. Гештанен. Ну вот Ольга пускай попробует прочитать. Ольга? Так, да, это я сейчас немножко замешкалась за звуком. Меня слышно? Да. Слышно? Ага. Так, а мы, по-моему, в конце второй страницы находимся, да? Вот Презентация или Эрес пятая страница? нохавайла. В прошлый раз мы уже прочитали про, значит, про то, что Шефтл собирается еще задержаться в Гуляйполе. Вот эта фраза, да. Эрзно Хавайла Гештаном, то есть бригадир, разговаривает с Шефтлом. Так, сейчас Читаю. попытаюсь найти. Просто у меня экран плохо показывает, я слежу по презентации. Так, это Пятая, получается 6-я страничка, да? пятая. Пятая Страничка еще раз. 5. Пятая. А, Мне что-то казалось... Нет, Ага, ладно, да, пятая нашла. Да, в середине. ага, нашла. Из noch a Weile gestanden und noch сейчас noch geguckt, Но, noch но, geguckt, но гекук, noch geguckt, Schäfteln, так, Шефтл. Но, как Schäfteln. я уже говорил, с именами, с личными именами можно употреблять, то есть можно их склонять. Падежное Э, окончание, да? Да, то есть в данном случае это падежное окончание, которое опциональное. То есть, в принципе, зависит еще от диалекта. Могло бы быть у многих куктшефтл. Но здесь как бы вот это вот шефтлен показывает, что у нас длинительный падеж. Ну, переведи. Так, он еще немного или какое-то время стоял и смотрел, ну, вслед, наверное, вот этому Шефту. Шефтлу, да. Ага. Так. Так, Эрхот им, Эрхот им гид, гуд, Ирхот им гуд
gekannt, schätteln, noch nicht gewinnen, Аза. так, аза, фал, азафал, наверное, Зафа. из эме, Аз. Аз. Эфиром. аз эметцер, Эмецер. Эмецер фун бригадирн, фун так, аромике, Румике. аромике, шайне, Хейнездеке. шайне, так, Хейнездеке. Хейнездеке. шхейне, Шхей- соседний, шхейнендике, Соседний или- так, ага, колверт, колверт, Калвиртен. Калвирт. Тут написано. колвертен, так, золь, Зол. зол, Элме. ай, Элме не ага, зол, айн, неф, Айнфирен. Фирен. айнфирен, Айнфирен. айнфирен, Ударение Так. на Айнфирен. айнфирен. Тут какое-то, наверное, арамейское слово. Где? Эфес. Где? Эфес. Это самое обычное слово. Что-то, что-то. Оно совсем не Ага. арамейское. Оно есть похожее слово. По-моему, оно как немножко по-другому звучит. В баварском диалекте оно есть. В немецком. Так, Это стоит Эфес, Что-то, Эм, нечто. Что-нибудь. Эфес Ананес, ба sich in Brigade und Schäftel soll sich gleich Не надо зиш вот это вот. Много раз уже говорили, что х, оно и звучит как х. То есть зих, sich gleich долзех, глайх. Wissen vegan, наверное, да, vegan und nicht Araf Kumen, Araf Kumen, Ароб кумен. Araf Kumen, nicht Araf Kumen, Ароб zu кумен. Значит, Аров есть две похожие приставки глагольные. Ароб и аруф. Ароб это вниз, аруф это вверх. Здесь у нас ароб кумен. Araf Kumen, Ароб, zu ароб кумен. Arab kommen, zu sei auf die так, Кукуруза. кукурузе, Кукуруза. лонкес. Лонкес это Так. могут быть луга, это могут быть полянки, это кукурузные полянки. То есть это кукурузные вот такие Участки, да, засеянные? участки, кукурузные участки. Лонкес. Ну, тут как раз вот пример того, как в советском идише. Ну, давайте до точки все-таки прочитаем, потом все это переведем. Может быть, до точки дальше. Вот Владимир у нас, пускай попробует. Да. Дальше. Меня слышно? Да, слышно. Да. Отлично. Хорошо. Так, дальше читать, да?
Ци, со слова ци. Да. Ці авді вейц пальдар Фелдер, эд- фелдер. па- Ци of the пальдар weights, фелдер, фелдер. ді вейц пельдер дер авді Одер, буракас бурек, буреке. плант Одер of the бурка бурек, плантациас плантація. он nach Un, gain ногейн, nach gain ногейн, пострит ударение на ног. Ногейн, ударение на ног. ну ага nach gain Ногейн, пострит ног, ногейн. noch gain пострит so else sich Ту ал, zu koken ту ал, ту кукен, ту ал, зих, ту ага, кукен. dar Grund van. Der Grunte, Der Grund van. Ven. der Grunteven. Der Grund den Grunten. Der Sich, Grunteven, sich, aha. Sich bin Биз. jed. Биз, это не бин, это биз, зе там, биз. Я не разобрал. Bis jeder Kleinigkeit. Клейникает, клейникает, Kleinigkeit Кидей. כדי Ибернем, ибернем, Ibernem. Des Neja дос, дос на еглай, дос на Dos еглай. Смотрите внимательно за Досная чертой Gleich букву. Дос на zu еглай, sich gleich zu sich in Brigada Rein. бригаде, арай. Brigade Irene. Арайн, Irene. арайн, Арайн. 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 Вот, ну, значит, смотрите, тут характерное вообще для советского идиша и длинное такое вот предложение, сложно сочиненное, потому что, скажем, в газете Forwards, не принято вообще, поскольку это американская газета, принято разбивать такое предложение там на 3-4 части, чтобы было несколько точек, а здесь вот все идет сплошным текстом. Ну, давайте попробуем разобрать. Я тогда прочитаю. Ротем Гудгекен, Шефтлан, он хорошо его знал, Шефтла. Noch nicht gewinner Zerfall, als Emetzer von den Brigadieren von der Rumikashkeine der Kalbirten soll einführen etwas an bei sich in Brigade und Шефтл soll sich gleich niederwissen wegen dem. Не было такого случая, а за это такой множественное число азелка или азойна. Не было такого случая, фал в данном случае случай, чтобы кто-то, эмецер, чтобы кто-то из бригадиров соседних, окружающих соседних колхозов ввел что-то новое у себя, einführen etwas Neues bei sich, вот etwas, да, что-то новое у себя, in Brigade, у себя в бригаде, und Шефтл soll sich gleich nicht wissen wegen dem. И Шефтл бы сразу не узнал об этом. У Нита Роб Кумен, Сузей, Авди Кукуруза Лонкерс. И не сошел бы к ним на кукурузные участки, Цавди Вейтсфелдер или на пшеничные поля, Одравди Бурекес плантации или на свекольные плантации, у Ноугейн Фустрит,
и шел бы за ними следом, пустрит. Суал зих цукукан, чтобы присмотреться ко всему. Der Grundewensich. Вот смотрите, der Grundewensich очень, очень интересный глагол с суффиксом славянского происхождения, вот такой вен, der Grundewen, догрунтоваться буквально, значит, докопаться. Der Grundewensich без jeder Kleinigkeit. А здесь я напоминаю, что мы читаем советский текст, поэтому в существительных, производных и прилагательных суффикс пишется как кайт, в стандарте ива было бы кейт, клейни кейт, произношение зависит от диалекта, в украинском идешь это клейни кейт, а в литовском клейни кайт. Ну, в общем, докопаться до всякой мелочи, клейни кейт. Кэдэй, слово древнееврейского происхождения, но здесь написано по-советски фонетически, чтобы, кэдэй, übernehmen das neue gleich zu sichern Brigade Rhein. Чтобы перенять, übernehmen, новое, das neue, gleich zu sich, сразу к себе, в свою бригаду. In Brigade Rhein. Rhein в данном случае это послелог, то есть взять к себе внутрь, как бы, в бригаду, да, взять к себе в бригаду. А послелог, то есть вот такая конструкция, in бригада Райн, in Хойса Райн, in Штуба Райн, это более характерно тоже для украинского идиша, с которым мы имеем дело, как мы знаем. Но не совсем. Дело в том, что в этом районе Гуляйполя, вообще говоря, идиш был литовский, потому что заселили эти сельскохозяйственные колонии изначально евреи из Беларуси и местами из Литвы, поэтому как раз на восточной части Украины, в Новороссии, идиш был преимущественно литовский. И в этих краях Гуляйполя, мы читаем, он был литовский, но с элементами украинского. Значит, вот там есть такой послелог. Инбригада. Ну, дальше Михаил. Так. Ирхот. Erhot gut gewusst, als Schäftel gehört nicht zu eine. Так, welche wählen sich glatt azoi as вих... Он. Да, он вих... Вихтикер. Вихтихер Сиба. Так, Фархалтен Афиле Аф Ан Иберикер. Иберикер. Минут. Минут. Ну, переводим. Это Эрхот Гуд. Он хорошо знал Эрхот Да. Гуд. Он хорошо знал, что Шефтл Гехернит принадлежит. Гехера надо принадлежать. Принадлежит. Но тут у нас принадлежит Гехерт нит туена. То есть Шефтл, он не из тех. Велка. Шефтл не из тех, кто... Переводим. Не очень понятно. Значит, Шефтл не из тех, Велка Велнзе Глатазой, а кто стали бы, кто будут, кто станут
просто так, глотозой, то есть просто так. Он объект Керцеба без важной причины.